Из пластика мы делаем вот такие формы. Вот на этом станке тоже сами сделали. Это вакуумный станок. Вот сейчас только работник показывал. Вот они, емкости для прямоугольной плитки из дагестанского камня. Благодаря специальному механизму задают форму и размеры отделочного материала. Дагестанский камень считается очень прочным и устойчивым к самым суровым климатическим условиям. Работу предприятия Джабраил Шанхоев запустил в прошлом году. Проект предусматривает производство отделочных материалов, штукатурных работ, в частности гибкого камня. Гибкий камень предназначен для оклейки фасадов, стен, полов, каминов, потолков снаружи и не только. Срок его службы составляет как минимум 53 года. Запуск производства поддержал Фонд поддержки предпринимательства республики. Джабраилу Шанхоеву выделили 500 тысяч рублей. Эти средства предприниматель доложил к стартовому капиталу и закупил линию для производства блоков. Реализация проекта позволила создать 10 рабочих мест. За короткое время уже успели реализовать продукцию, выполнить десятки заказов. Чуть-чуть было затруднение финансовыми, мы обратились в фонд предпринимательства, где нам откликнулись, помогли, выплатили, и мы работу начали, как-то более оперативная работа пошла, и мы приобрели кое-какие оборудование на эту сумму. Сейчас же почти выплатили, ежемесячно выплачиваем, уже чуть-чуть осталось выплатить, буквально месяца 3-4 мы уже все выплачиваем. Встали на ноги, работа пошла, идет, есть спрос. Предприниматель одним из первых учел и пожелания главы республики. Махмуд Али Калиматов призвал ингушских производителей использовать в производстве местные материалы. Также в создании плитки из дагестанского камня технологи разработали и используют свои собственные формулы. Их разработал технолог Умар Зауров, который долгие годы работал летчиком в Грозном минеральных водах в Москве. Глава сказал, что строить надо из собственного материала. Вот посмотрите, алкунский камень. Наш доломит, горный камень. Мы оттуда привезли, размололи. Вот из этого мы сделали вот эту плитку. Из нашего доломита. Такую плитку вы нигде не увидите. Фасадная. В Фонде поддержки предпринимателей этот проект считают уникальным для региона и намерены при увеличении производства и дальше поддерживать предпринимателя. С удовольствием решили оказать поддержку ему. И в дальнейшем будем оказывать. Правда, пока у него финансовой поддержки ему не требуется. Я бы сказал, ему требуется больше поддержка в части реализации своей продукции. И, соответственно, хотелось бы обратиться к нашим строительным компаниям региональным, чтобы они обратили внимание, все-таки больше обращали внимание на местного производителя, потому что не уступает по качеству и по характеристикам, и тем более по цене. Фонд поддержки предпринимательства является одним из значимых рычагов финансово-экономической опоры для субъектов МСП. Предоставляет микрозаймы на льготных условиях, оказывает гарантийную поддержку, сопровождает предпринимателя на всех этапах производства. Финансирование организации идет за счет федеральных денег и софинансирования из регионального бюджета. На сегодняшний день кредитный портфель Фонда поддержки предпринимательства составляет 360 миллионов. Деньги мы уже выдали, микрозаймы выдаем, соответственно, по мере возврата, по графику, соответственно, получившие уже займы, они возвращают, и эти деньги мы уже повторно размещаем, то есть повторно выдаем микрозайм. Для получения средств важно быть зарегистрированным субъектом МСП с четко составленным бизнес-планом, прозрачным бизнесом, создать рабочие места. Подход к каждому индивидуальный. Фонд поддерживает разные виды деятельности, в том числе и сельское хозяйство, оказание услуг, торговлю. Правда, в приоритете внутреннее производство, так как в регионе наблюдается его дефицит. Условия предоставления микрозайма – это срок не более 3 лет, а сумма до 5 миллионов рублей. Процентная ставка на сегодняшний день 6%. Мы хотели бы ее уменьшить, и мы смогли бы ее уменьшить, конечно, в случае, если бы все предприниматели, которые воспользовались уже услугой, финансовой поддержкой, своевременно оплачивали бы, мы, соответственно, могли бы снизить ее. Но на сегодняшний день реалии такие, что снизить не получается.
На сегодняшний день в регионе преобладает микробизнес. Директор фонда призывает предпринимателей выйти из тени и регистрировать свою деятельность. Это позволит облегчить налоговую нагрузку и пользоваться мерами поддержки государства. В 2022 году Фонд поддержки предпринимательства выдал 12 микрозаймов на сумму 36 миллионов рублей. В 2021 их было больше. Подчеркнули, что на показатель прошлого года повлияли кредитные каникулы, объявленные из-за санкционного давления. Многие воспользовались этой возможностью и, соответственно, пошли на каникулы, кредитные каникулы. То есть погашение отсрочили. И, соответственно, как я уже сказал, если нет погашения, тогда и выдаем меньше, соответственно, за счет этого. Но сейчас ситуация получше, предприниматели уже погашают, и мы в этом году надеемся оказать поддержку уже на большую сумму. Благодаря мерам, принимаемым властями региона при поддержке федерального центра, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в последние годы активно растет. И их число в январе 2023 года увеличилось почти на 12% и составило 5465 единиц. А средняя численность работников субъектов МСП выросла на 22%. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.